Шамлар, доброго вечора. 21 година на АТР Прайм в студії Осман Пашаєв. І наш сьогоднішній гість ректор Таврійського національного університету імені Вернадського, який відроджений на материку, Володимир Павлович Козарін. Доброго вечора. Доброго вечора. Перед тим, як продовжити нашу бесіду, я просто нагадаю, щойно у нас в ефірі була Мавіледа Гермінджі, і просто в ході цієї розмови просто забули повідомити, і щоб всі знали, і глядачі, і ті, хто перебувають в Києві, завтра о 19 годині в Кримському домі відбудеться такий вечір-збір на підтримку тих людей, політв'язнів, яких ув'язнили в Криму, зокрема на підтримку Бекіра Дегерменджі. Тому завтра в Києві всі, хто може приєднатися до цієї акції, їх чекають на це Київ, вулиця Михайла Омельяновича Павленка, 10, це колишня Суворова. А ми продовжуємо, починаємо нашу розмову з Володимиром Павловичем Козаріним. І нагадаю, телефон нашої студії для дзвінків 073 419 41 58. Владимир Павлович, вот разговор хочу построить как о возрожденном университете. Мы начали его, кстати, во время празднования столетия Курултая в сессионном зале парламента, так и поговорить о вашей эволюции, о вашей эволюции, прежде всего, политической и мировоззренческой. Университет. Мы видели ту яму демографическую в 90-х годах, которая привела к тому, что в последние годы был недобор в университетах. Мы видели, как лоббировали некоторые вузы Южной Украины возможность того, чтобы крымчане поступали именно к ним. Помните, да, все эти изменения в закон, потому что видели, как некоторые херсонские вузы и Подниколаевский был просто недобор, и вот еще переехавший Таврический национальный университет. Чтобы что уникального он может предложить сейчас своим студентам? Я хотел бы, чтобы мы потом чуть-чуть к этой проблеме, которую только что обозначили, еще раз вернулись по поводу лоббирования этих законов. Но Таврический национальный университет, я думаю, что у него как бы несколько стратегических задач. Одна самая простая, она очевидная, она состоит в том, что мы же единственный на данный момент университет, который из Крыма переведен на материк. Кстати, мы единственный университет, который переведен именно в Киев из всех переселенческих вузов. Всего их 18, мы из Крыма, и 17 с оккупированных территорий Донбасса. Так вот, ни один университет в Киев не был переведен, кроме нашего. Тут еще и белая кость такая. Да, тут очень разгадка такая простая. Это спасибо нашим отцам-основателям, Вернадскому и его друзьям. Они, когда в 2018 году нас открывали в Симферополе, мы же открывались как филиал Киевского университета Святого Владимира. Это тот, который сейчас Шевченко. Да, имени Шевченко. Мы поэтому не российский бренд, мы украинский бренд. Нас создала Украина, нас создал Киев. Ну и Вернадский был украинофил, эти его настроения. Поэтому... Симферопольский вуз создала фактически УНР, да? Да, вот да. Потому что Вернадский, значит, создал в 2018 году Украинскую академию наук и станет ее первым президентом. Опять же, в этом смысле он основатель и библиотеки республиканской, которая сегодня носит имя Вернадского. Она тогда же рождается. И он и его друзья в конце 2018 года создают в Крыму Таврический университет. То есть у вас претензия вообще чуть ли не стать вот, конкурировать с главным вузом страны, да, с Шевченко, с Красным корпусом? Вы знаете, ну, во-первых, они нас как бы и опекали, потому что есть такое распоряжение ученого совета того университета Киевского имени Святого Владимира об откомандировании в Крым группы профессоров Киевского университета для укрепления кадрового потенциала Таврического университета. Ну, прямо скажем, в этом особенной необходимости не было, потому что, уходя с белыми, уходя от красных, нам пришел, ну, просто цвет всей вузовской науки Российской империи. Ну, достаточно сказать, вот вы говорите о громких именах и определенной конкуренции. Так вот, предшественник Бориса Паттона на посту президента Академии наук Украины, ну, сегодня Национальной академии наук Украины, академик, господи, сейчас вспомню, значит, он же профессор Таврического университета, и он будет 15 лет президентом Академии наук. У него потом будет принимать этот почетный титул и дальше продолжать. Это 4-й президент, 1-й Вернадский Владимир Иванович, наш профессор, 4-й академик Паладин, вот наш профессор, старший есть Паладин, это младший Паладин. То есть из профессоров Таврического университета 2 президента, из 5 2 президента это профессора Таврического университета, Украинской академии наук. Так вот, в этом смысле... Вы говорите о великом прошлом университета.
Да. И оно действительно великое прошлое это было. И я вам в этом разговоре сообщил, что от своих киевских друзей знаю, что, например, они считали очень сильной во все времена, в советские даже самые ужасные времена, очень сильной, например, кафедру психологии или факультет, это как назывался, да, и тех ученых, которые работали в разных, и создавали даже свои школы психологии в Симферополе. Они были сильные. Но вот сейчас вы здесь. С вами же переехали даже не половина, даже не 10-я часть, да? Нет, приблизительно около трети. Треть, профессорско-преподавательского состава переехала сюда. Да, и вот, во-первых, то прошлое, которое я упомянул, оно, конечно, прошлое, но вы понимаете, как бы говорится, если на хорошей основе, на хорошем фундаменте поставлен университет, он дальше продолжает также и развиваться. И вы сказали о школе психологии, вот профессор Калин, один из создателей ее, совершенно блестящий психолог, а с другой стороны у нас блестящая математическая школа. И, например, айтишники, которые у нас готовились в Симферополе, они очень в крупных компаниях по всему миру сегодня работают, потому что И вы возразили этот факультет здесь? Здесь, да. И у нас пришли крупные IT-компании, теперь вот они будут осуществлять набор на эту специальность, она у нас лицензирована здесь, и я вот не сомневаюсь, что набор 2018 года, он будет в высшей степени успешным, потому что уже сейчас штучно наши специалисты отбирают, ищут этих математических гениев, людей с правильными мозгами для IT-технологий, которые придут и будут этот опыт перенимать. Они будут слушать Почему они лекции. должны идти к вам, когда в Киеве есть политех, когда есть математический факультет в том же Шевченко, да? Почему они должны... И в ряде других И в ряде вузов. других. Да. Почему они сейчас должны идти к вам? Это было понятно в Симферополе, потому что в Симферополе вы были главным вузом. И все равно где-то айтишникам нужно было и учиться, и учить, да? Даже я знаю, что люди из других университетов иногда переезжали в Крым только потому, что тепло, это такая вот Калифорния только по-восточноевропейски. Здесь почему те же айтишники должны прийти в иммигрантский вуз? Ну, во-первых, даже в Симферополе, когда мы были, мы входили в десятку лучших университетов Украины. Вот вроде бы мы в провинции, а мы находились в десятке лучших университетов Украины. Во-вторых, наша IT-школа, она, наверное, не буду обижать другие вузы, но она входила в тройку, наверное, лучших школ IT-технологий, IT-образования в Украине тогда, в тот период. Дело в том, После что... кого? Ну, я вот политеха? не хочу обижать вузы, но политехнический там обязательно должен быть. Вот. Но, вы понимаете, вот это вторая задача. Первая – это то, что мы крымский вуз, и у нас есть, конечно, задача подготовки кадров для этого региона в самых разных сферах, в том числе осмысление того, что произошло, и в том числе подготовка новых концепций и в области сельского хозяйства, и в области образования, и в области, так скажем, отношений внутренних. Вы еще и аграрной академии собираетесь конкуренцию Аграрно, медицинский, крымский, как институт внутри Таврического университета. Кстати, медицинский вуз? Медицинский. Дело в том, что вот через 100 лет как бы все возвращается на круги своя. У нас изначально с момента открытия был медицинский факультет, и его создавал профессор Гельвик из Киевского университета. Он будет нашим первым ректором. Это вот нынешний, при Украине, Георгиевский. Да, вот в 30-е годы они начали отпочковываться от Таврического университета. Тогда в Советском Союзе определилась эта концепция, профильных вузов. Вот сегодня... Русские, фактически захватив Крым, они вернулись к этой первоначальной концепции, все объединили, да? Да, у них это на другой почве, у них это просто какая-то, знаете, гигантомания. Ведь созданный КФУ между его подразделениями 110 километров расстояния. Ну как этот вуз может быть управляемо? Это от Ялты, Ялтинский гуманитарный, до Аграрного, который там на 12-м километре Московского шоссе. Они фактически остались теми же самыми, только называются теперь одним вузом. Ведь нельзя одну первую лекцию отчитать в Аграрном, а на вторую лекцию прийти Давайте в вернемся к вам. Ялтинский. Вы же тем же путем идете, будете создавать медицинский вуз, да, внутри Таврического национального И аграрный университета. институт будет внутри. Мы через 100 лет возвращаемся к той схеме, И потому будете что... разбросаны также по Киеву, по разным зданиям, во-первых, мы разбросаны по Киеву, и между нами может расстояние в лучшем случае, не знаю, там 15-17 километров, но не 110. Это все равно единый комплекс, который позволяет эту работу планировать. Мало того, я думаю, что мы, в принципе, и кампус тоже университетский будем строить. Сейчас ведем с серьезными партнерами переговоры, и есть мы, в принципе, у нас площадки, где это можно построить, но это ладно, это задача на завтрашний день. Но мы это восстанавливаем все для того, чтобы обеспечить все необходимые потребности Крыма
Крыма. Это первое, чем мы, наверное, интересны для Украины. Второе, я как раз хочу сказать, что, понимаете, наш университет прошел через тяжелую катастрофу, через катастрофу оккупации, через катастрофу... Вы говорите, катастрофа оккупации 2014 года. 2014 года. Мы прошли через катастрофу ликвидации университета. Ведь в 2014 году, когда все это произошло, власти оккупационные не решались сразу приступить к коренным изменениям. Они понимали, что на самом деле большинства никакого у них нет, и никакого референдума на самом деле не было. И был 2014 год объявлен переходным. Они изучали ситуацию, как поступить, взвешивали все, там спецслужбы работали и так далее. Тогда же начались первые кровавые, вы знаете, события, расправы с нашими крымчанами, в том числе из числа наших братьев крымских татар и так далее. Так вот, с 1 января 2015 года они приняли это решение о ликвидации всех украинских вузов в Крыму и создание на их базе вот этого Крымского федерального университета, куда все, эти 7 вузов слили, 5 академических научных центров и всякое такое прочее. И это катастрофа, это ликвидация, утрата бренда, утрата традиций, как бунтовал медицинский до последнего, потому что они не хотели терять вот этот свой статус университета медицинского имени Георгиевского и так далее. И мы, выехавшие оттуда сюда, это инициатива профессорско-преподавательского состава университета. И я в том числе был среди этих коллег. Вы говорите треть, это в численном выражении, это сколько? То есть сколько было преподавателей и профессоров? В общей сложности на 14 коллектив Таврического национального университета насчитывал где-то около 22 тысяч человек. Это студенты, это преподаватели, это сотрудники. У нас студентов где-то было 16,5 тысяч человек. В общей сложности из Таврического университета на материк уехали учиться в этот период 14, 15, 16 год. Уехало всего по Крыму где-то около 20 тысяч из разных вузов. И вот наших треть студентов уехала из Крыма учиться. Это больше 5 тысяч уехало учиться. Причем, да, они рассыпаны от Львова до Днепропетровска. Их тогда приняли, спасибо, низкий поклон, все вузы Украины. И преподаватели наши, уехав, они тоже сегодня... разбросаны по всем вузам. Да. Мы же формально были возрождены. Это была тоже долгая история. По нам не было приказа о переводе. Мы настаивали на том, чтобы Таврический университет переводился. По Донбассу были приказы министерства о переводе этих университетов. По Крыму того приказа не было. Это наша инициатива. Нам никто не приказывал переезжать. Мы сами решили переезжать. Почему так по Крыму произошло? Я думаю, что тут можно обыкновенное житейское объяснение предложить. На Донбассе все перешло в кровавую стадию артобстрелов, военного противостояния и так далее. И поэтому вывод университетов на украинскую территорию, контролируемую украинской армией, это в том числе была защита студентов, преподавателей от всего, что происходит. В Крыму внешне все мирно, внешне, но мы с вами знаем, что никакого мира там на самом деле не было. И количество жертв, оно даже, я думаю, больше того называемой цифры, это когда-нибудь все это станет ясно и понятно. Сегодня про целый ряд людей говорят, что они выехали куда-то там далеко. Да никуда они не выехали, мы догадываемся, какая судьба их постигла. Так вот, мы добивались этого, мы добились. Летом была подписана президентом Украины Петром Порошенко резолюция на премьер-министра Яценюка решить вопрос о переводе Таврического университета положительно в кратчайшие сроки. И с осени 2015 года пошли приказы о переводе университета. И мы с 2015 года уже в Украине. Много говорим об университете, еще поговорим и вернемся к теме и лоббирования мест для крымчан в некоторых южных вузах. Мне интереснее, я с вами никогда даже в эфире на эту тему не говорил, и вне эфира, по-моему, тоже. Ваша эволюция моя журналистская карьера начинается почти 20 лет назад, совершенно юным, на 12 минутах новостей, если помните, были такие на ГТРК Крым. Вы в это время, по-моему, даже первый заместитель Леонида Грача, и вы коммунист. Да, я член коммунистической партии был, да. И вот мне интересно... Первым замом не был, но был в окружении, да. Вы были коммунистом, не были первым замом, но так как была квота, вы у Куницына были заместителем, по-моему, в Совмине, если не ошибаюсь. Да, на должность правительства я пошел по этой... Вице-премьером были крымским. С 2001 года. Почему в 98 году вы еще оставались коммунистом?
мы все выросли так или иначе, ну, мое поколение, из этого нашего общего советского прошлого. Я думаю, что ну, я не был таким, наверное, образцовым в том понимании советским человеком. Ну, достаточно сказать, что меня в то советское время 2 раза ставился вопрос об исключении из партии. Потому За что что? я, например, там, когда мы работали во Владивостоке, в Дальневосточном университете, то мы на уборке урожая очень остро поспорили с партийными работниками. Дальнереченский райком партии, который нас курировал, наши студенты убрали весь урожай, всю картошку, все. И мы в самом начале говорили им: вы убираете и уезжаете в Владивосток отдыхать. Но приехал инструктор, мы тогда убрали картошку первыми во всем Приморском крае. И было сказано: собирайте ребят и перевозите в то хозяйство, там завалили уборку. Я говорю: подождите, но мы же им всем сказали, что они делают, мы их отпускаем. Ну мало ли что сказали, битва за урожай идет в стране. Вам что, непонятно? Перевозите. Вот я ночью весь отряд свой, 180 студентов, погрузил на машины, которые нас обслуживали для уборки урожая. Они уходили назад в Дальнереченск, они уже свою работу выполнили. И мы увезли весь отряд. Утром, когда приехали его забирать, в лагере был я, мой бухгалтер, условно говоря, и мой завхоз. И тогда возникло дело, персональное дело о срыве коммунистам из университета Казарина битвы за урожай. Я скорее о другом. Вы... Нет, я хочу сказать, что мои отношения с моей страной, они не были никогда такими благообразными. С другой стороны, когда все произошло в 91 году, я до этого, я никогда не был на партийной работе, но во времена Горбачева с 85 по 88 год я был секретарем парткома. Мы тогда пришли помогать Михаилу Сергеевичу, сгорели предыдущие 2 состава парткома, там надо было буквально начинать с нуля. В Симферополе? Да, в Симферопольском университете. И в 85 году мне тогда говорят: пойди, ты же идеи поддержишь, Михаил Сергеевич? Ну да, поддерживаю, перестройка, все, надо, это правильно делается, давай будем этому помогать. Я пошел, 3 года был секретарем парткома, к концу этих 3 лет я понял, что Михаил Сергеевич Горбачев не способен сделать то, что он хотел бы сделать, и я ухожу в 88 году, даже преодолевая сопротивление, у нас было хорошее отношение с коллективом. Коллектив поддерживал наш состав парткома. Там не было ни одного человека, который когда-то был на партийной работе. Мы начали все с нуля, собрали новых людей. Вот. А вы были в демплатформе КПСС или нет? Нет, а тогда... Помните, она позже, она будет формироваться позже. Да. Вот. И это все происходит, это все делается. И тогда... Потом 91 год. Украина. Да, запрет. Да. Ко мне Да. приходят ветераны университета. Как сейчас помните, 8 человек, они такие очень пожилые люди. И говорят: все разбегаются, в райкомах очереди забирать учетные карточки, там, райкомах партии и так далее. Вы, говорят, что же уходите? Я смотрю на них и говорю: да нет, вы же были секретарем парткома. Да нет, я никуда уходить не буду. Вот я с вами жил, работал, и здесь буду жить, работать с вами. И вот этот разговор сделал для меня невозможным, когда бегали, сжигали там портбилеты, там за публично их выбрасывали и все остальное. Я остался, стал эту работу делать, продолжал читать лекции, и все. Вплоть до запрета. Да, нет, после запрета. Уже после запрета. Тогда была возрождена на другой основе коммунистическая партия. Симоненковская, да? Это 94-й год. На съезде, нет, это сразу же, 89-й, 92-й, в 92-м году этот съезд. Я тогда на съезде был, наверное, единственным, или я, или еще один человек, 2 нас было. Мы голосовали против того, чтобы Петра Симоненко избрали первым секретарем. А кого вы хотели, врача видеть? Нет, и не его. Я понимал, что должно быть какой-то другой человек, не знаю, в нашей тогдашней терминологии это называлось еврокоммунизм. Вот должно быть какое-то такое другое явление с новым пониманием. Я уточню. И мне тогда первый раз очень сильно устроили выволочку в Крыму, что это такое, ты голосовал против избрания Петра Симоненко на должность первого секретаря. Я говорю: он все завалит, он все угробит, он явно пришел туда совсем для других целей, он не будет ничего менять в этой стране, его устраивает то, что было. Вот. И пошло потом дальше, и я довольно быстро вступил в такую,
сложную Но к конфронтацию. тому времени, в 80-х, вы уже, те, кто даже не знал, может быть, и не до конца понимал, в 80-х, в конце 80-х вы знали все. И о массовых репрессиях 37-38 годов, и о депортации народов, и для Крыма это близкая тема, и о том, что как такового покаяния на самом деле, и ни суда, ни покаяния у самой партии не было, и тем не менее вы оставались вот в 90-е годы. Не было тогда каких-то противоречий? Или вы оправдывали все это в прошлом? Нет, я не оправдывал. Я хотел, чтобы мы эту ситуацию преодолевали. Но вы молодой человек, я не знаю, насколько вы помните 80-е годы, вот эпоху Горбачева с 85-го года, Школьник, когда он приходит. начальные классы. Дело в том, что вы должны помнить о том, что мы, например, в университете, тогда еще Симферопольском университете, у нас был такой период, когда мы год и 2 месяца не получали заработной платы. Мы ходили, читали лекции, а нам не платили заработную плату. Все надеялись, что там через 3, через 4, через 6. Ситуация была чрезвычайно тяжелая. И она ударила по старикам, она ударила по среднему возрасту, по детям она ударила. У меня 3 детей, это все же реальные проблемы. Я хотел, чтобы страна пошла какими-то преобразованиями, которые привели бы ее, условно говоря, вот как это сделали в Китае с сохранением... Почему-то я так думал, что вы скажете именно про китайский. Нет. Дэн Сяопин сделал очень серьезные и важные реформы. У нас Дэн Сяопином нашим был тоже наш премьер-министр, которого во времена Брежнева ему не дали, Косыгин Алексей Николаевич. Вот это все эти темы хозрасчетов и так далее. Но это задавили на корню. Стране не дали двинуться вперед в этих реформах. У меня какое-то время еще сохранялась надежда, что вот этот кошмар, который нас окружает, должен отрезвить всех людей и сказать им, что нужно начинать это все преобразовывать. Пусть оно идет медленно, но одновременно, чтобы оно реально преобразовывалось. К 88-89 году я понимал, что с этим составом ничего не получится. Думали, что, может быть, Украина сама иначе организует это пространство. Много лидеров тогда появилось. Мороз проводил тогда свою кампанию, социалистическая партия. Я многим друзьям говорил, что, наверное, нам нужна не ортодоксальная коммунистическая, социалистическая или социал-демократическая. Вот какое-то это направление должно в стране взять верх. Еще через 2-3 года стало понятно, что ни одна из этих партийных лошадок ничего не вытащит. Как вы окончательно разочаровываетесь в коммунистической идеологии? Это по 2002 происходит? Вот тот звездный период Грача, когда он был председателем Верховного Совета Я думаю, Крыма, что да? фактически у нас уже... Почему меня еще откомандировали туда, что я уже с 2000 года вообще никаких должностей даже не занимал. И в этом смысле, наверное, откомандировывая меня туда, они полагали, что они в какой-то мере, тем самым держат меня в какой-то узде. Откомандировывая куда, вы имеете в виду? В Совет министров Крыма. Что мы тебя откомандировываем, значит, ты нам обязан, еще что-то. Но буквально через 4-5 месяцев уже подспудно было сказано, что я высказался несколько раз публично о том, что Куницын правильно принимает вот эти решения, вот эти решения, вот эти решения. В результате было сказано, что не оправдываю доверие, мы отзываем вас. Я говорю, отзывайте кого хотите, я работаю здесь, меня может уволить только Совет министров, я буду работать здесь. И у нас это из скрытой конфронтации, потом перейдет в явную конфронтацию. В итоге... Это не разочарование в коммунистической идеологии, это, скорее всего, недопонимание с самим Грачом, да, у вас уже было? Нет. К этому моменту стало ясно, что вся линейка так называемых руководителей левого фланга той поры, включая Александра Александровича Мороза, Мороз, они не способны... Не, Ветренко это никогда, у меня никаких иллюзий не было. Стало ясно, что нет ни одного человека на этом фланге, который способен что-то реальное делать. Это разочарование было в персонах левого фланга или во всем левом движении и в его идеологии? Я думаю, что когда мы, например, скажем о социал-демократах в Германии, когда мы, например, скажем о социалистах во Франции, когда мы скажем еще о целом ряде представителей, так скажем, широкой европейской левой идеи, то мы будем говорить о людях, которые очень важные, серьезные вопросы решали и серьезно укрепили свое государство. Я думаю, что у нас левая идея скомпрометирована вот этими всеми событиями серьезно, основательно, и, наверное, ей надо какое-то время уйти со сцены, но для того, чтобы потом в будущем в каком-то виде вернуться, но не в виде большевизма.
вы в это время становитесь в начале 2000-х членом команды Сергея Куницына. И Сергей Куницын из тех молодых лидеров, он мэр Красноперекопска, по-моему, до этого. Сначала. Да? Сначала, потом позже. Активный член команды президента Кучмы, Народно-демократическая партия. И вот в период, по-моему, уже ближе к Ющенковскому периоду, он глава Севастопольской городадминистрации, Да. вы у него там заместитель. Да. И происходит дрейф, и для меня это был удивительный дрейф с такой какой-то полуроссийской, пророссийской риторикой, которая начинается. И особенно после того, как его отправляют в отставку. И я не помню, как называлось его движение, его сила. Блок Куницына. Блок Куницына, Да. да. Вы, тем не менее, тоже остаетесь на позициях таких вот, скажем, близких больше к российским, да, еще не проукраинским. Нет, в Кунице нет. Когда мы с Сергеем Владимировичем работаем в Севастополе, нет. Я хочу тут, во-первых, Помните эти акции с казаками по защите объектов Черноморского флота Российской Федерации? Я очень активно помню, это 2005-2006 год. Пятый это в Крыму, это мы работаем в Совете Министров, а шестой это уже при Ющенко мы работаем в Севастополе. Нет. Вы знаете, это точно, наверное, точно так же, как вот с левой идеей. Ведь, в принципе, тот период еще, та провозглашенная Леонидом Даниловичем Кучмой многовекторность нашей политики, она состояла в том, что мы как бы налаживаем отношения со всеми странами север, юг, восток, запад и так далее. И тогда, опять же, вот было такое представление, что есть экстремистские всякие силы, там, не знаю, там Затулины, там всякие, там тот же Юрий Михайлович Лужков, там, а есть как бы, допустим, разумные, которые понимают, что нужно это хозяйственным образом, казалось, там Примаков, например, из спокойных лидеров, которые говорит о том, что нужно как-то хозяйственный блок не разрушать и развиваться. И какое-то время вот опять же в Севастополе работаем, нам нужно было целый ряд моментов изменить в корне. Вот Ющенко правильно принял решение, например, сразу же о разведении дней военно-морских флотов Украины и России. Да, российский 4 воскресенье июля, и было принято решение, что украинский будет отмечаться в 1 воскресенье июля. Хорошо, что и в 1, как бы Севастополь первым встречал День военно-морских сил Украины, и все эти праздники и так далее, как бы оскомину уже сбивали, и приоритет определенный украинский обозначался. А потом в конце как бы встречали тот. Но одновременно тут они приходят на праздник нашего флота, а потом наши офицеры приходят в конце месяца на праздник их флота и так далее. А мы от администрации поздравляем один флот и там вручаем грамоты благодарности, потом поздравляем другой, потому что мы как бы городские власти на территории города располагаются два флота, двух как бы дружественных, как тогда мы полагали, держав. Но вот когда пришлось окунуться в эту реальную жизнь Севастополя, вот этих взаимоотношений, то стало быстро понятно, что на самом деле подспудно это ожесточенное сопротивление. Вот я жил в Симферополе, что я там видел, как оно происходит внутри. Например, целая эпопея была, когда нам докладывают, что они осуществляют перевозку, например, боеприпасов, снарядов и ракет по городу. В Севастополе, да, Черноморский флот. Не ставя в известность власти. Они вывозят с воинских частей, куда-то там другую воинскую часть везут, но они везут по улицам города. А вы в это время заместитель мэра? Да, первый заместитель. Еще Сергей Владимирович тогда операции делал, у него старая афганская, да. Он долго болел, я исполняющим обязанности был довольно долгий период. С перерывами я опять становился исполняющим обязанности. Так вот, это же угроза городу, потому что везутся без сопровождения на грузовиках с этой нашей расхлябанностью традиционной, как бы отечественной. Это все понятно. И мы тогда, помню, сказали: подождите, вы нарушаете закон, вы выезжаете на городские магистрали, это не территория воинских частей, это городские. Ну и что? Вы обязаны известить нас за 3 дня о перевозке груза, мы выделим вас в сопровождение украинской милиции, тогда еще милиции, мигалка впереди, мигалка сзади, мы расчистим эту улицу, предупредим, время вам обозначим, в которое вы будете ехать, потому что дорога будет расчищена, и тогда вы осуществите перевозку опасного груза. Не будем мы этого делать. Как только вышла следующая колонна, мы ее заблокировали и сказали: вы возвращаетесь в войску. Не возвращаемся. Она была закрыта. А чем вы блокировали русских тогда? Тогда подъехали полицейские машины, встали, а потом подъехали, и мешками было перекрыто со всех сторон. То есть ни туда машина не может двинуться, ни туда машины не могут двинуться. Тогда они пошли на переговоры. И мы ввели этот порядок, что они извещали заранее о перевозке. То есть обыкновенные простые вещи. Это же город большой, полумиллионный, он живет. Но это одно, потом другое, потом третье.
им стало понятно, что внутренне осуществляется иной курс. И вот тогда мы стали довольно жестко полемизировать. И я хочу вам сказать, что разговор о том, что Севастополь это целиком пророссийский город, это миф такой же, как про Крым в целом, что якобы Крым У вас это... есть какая-то своя личная выборка, свое ощущение? Нет, во-первых, мы проводили тогда большое количество внутренних соцопросов в Севастополе, закрытых не для публикации. И для публикации проводили, но в том И числе что интересно, для вы самих можете себя. вспомнить из этих опросов? Я могу сказать, что, во-первых, рейтинг нашей администрации, то ющенковской пары, мы как бы воспринимались как Ющенко присланные, хоть и из Симферополя, не издалека, но все равно при Ющенко назначенные. У нас тогда рейтинг наш в Севастополе был. Нам противостоял городской совет во главе с Саратовым. Вот у нас у Куницына рейтинг был 33-34%. А у Саратова, коренного, местного, все, у него был 31-32. Вот как на духу говорю, что у нас было как бы больше, но не намного. Но вообще удивлялись, что мы вообще обходим Саратова популярности как бы у города. Потому что мы много строили, много ремонтировали, много делали. Это, конечно, хорошо. Это одно. Тогда вопрос не стоял, вот так как он возник в 2014 году. Если по Крыму мы можем очень сильно сомневаться, то вот эти выборы так называемого народного мэра Чалова в Севастополе в 20, если не ошибаюсь, 3 февраля 2014 года. Вот вы же не могли себе позволить поехать в Севастополь и как бывший мэр собрать альтернативный такой же митинг, правильно? Вы бы не собрали его. Нет, тогда это была уже гражданская война. Это уже было военное давление. Пьяные казаки на въезде в Севастополь с автоматами, которые там, опять же, разговаривали матами со всеми, кого они останавливали. Нет, это уже не время разговоров. Это уже время, когда политический дискурс перешел... А Чалова вы лично знали? Вы знаете, у нас все время, пока мы работали, вот он же финансировал восстановление 32-й батареи вот этого мемориала, там, это последний как бы пункт сопротивления во время Второй мировой войны в Севастополе в первом периоде. Мы раза два-три говорили, через кого-то передавали, давайте вот такой есть еще проект, может вы готовы его поддержать, или вот такой проект. Он категорически уклонялся от любых контактов. Мы сделали 2-3 раза предложение что-то обговорить, поняли, что человек не хочет, и стало понятно, что у него, вот его в этом смысле можно уважать. Он такой, как бы заклятый сторонник идеи в своем понимании. И ведь, вы знаете, демонстративный его уход с должности, когда он сказал, что вот я отработал там почти год, и ничего из того, что я Севастополю обещал, я не сделал, делает для меня невозможным дальнейшее пребывание в должности. В этом смысле он такой сторонник своей идеи, и, надо сказать, честный сторонник. Как бы не осуществляю, признаю свое поражение. Вот. Но одновременно рядом с ним была полная политическая шпана, которая никак не собиралась ни за что отвечать. И самое главное, они шли не для того, чтобы работать. И сегодняшнее руководство и Севастополя, и Автономной Республики Крым, на другие цели. Давайте вернемся к вам. Вы не филолог, можно сказать, а литературовед, пушкинист. Вы такой русский, вообще ничего не связывало вас именно с Украиной, да? Какое-то детство было часть Феодосии. И вот как у вас происходит? В 2014 году вы были перед выбором или для вас было все однозначно? Нет. В 2014 году вообще все уже было давно однозначно. Когда для вас стало все однозначно? Когда у вас перестали появляться рефлексии, что, может быть, Крым это неправильно, Украина, вот как бы... Нет. Во-первых, то, что неправильно, таких рефлексий как бы... Никогда не было. Не было, да, потому что, что неправильно, если это решение государственных органов власти и так далее. Что Советский Союз это прошлое, да. с которым надо смириться? Нет, осознание того, что нас ожидает очень тяжелый период противостояния с Российской Федерацией, оно стало совершенно отчетливым. Вот уже с 6-го года назначения Ющенко нас туда на работу, и те собеседования, которые мы проходили, и где я свою точку зрения излагал, вот это уже было определение позиции, которая у нас была. У Сергея Владимировича, у меня, у других наших друзей, которые поехали туда работать. А с победой на выборах Януковича в 2010 году, и
один из первых его указов – отмена разделения празднования флотов, опять сведения воедино, ну и все остальные там другие решения, которые были приняты тогда. Вот вы были против Харьковских соглашений, которые принимались в парламенте? Харьковские соглашения – это О продлении флота. одна из серьезнейших политических катастроф, которые привели вот именно к событиям 2014 года. Вы знаете, может быть, если бы не было Харьковских соглашений, может быть, даже еще какой-то возможный вариант такого мирного расхождения оставался. Харьковские годы все убили. Они сделали это. Ну вот я никогда не слышал в Крыму, даже от Куницына, там, от тех, кто считался проукраинским, вот открытого противодействия тому, чтобы флот находился. Вот от Мустафы Джемилева это можно было слышать, от других не слышно было. Или вы все делали это как-то тайно в своем кругу, Нет, чтобы не будоражить свой электорат? Дело не в тайности. Дело в том, что я был на государственной службе, и Куницын был на государственной службе. У нас был большой Украино-российский договор. Он подписан государствами, президентами, он действующий. И Черноморский флот находится на территории Крыма легально. Официально, его пребывание юридически узаконено. И поэтому чиновник, государственный чиновник, он действует в рамках законодательства своей страны. И если определенные, например, там внутреннее есть какое-то с какими-то вопросами несогласие, но он может это про себя говорить публично, взрывать внешнюю политику страны не может. Опасность пребывания его вы понимали? Понимали. Мы об этом на разного рода уровня совещаниях говорили. У нас были внутренние закрытые обсуждения этих проблем. Ну, естественно, как государственные чиновники, мы в том числе докладывали наверх. У нас были постоянные аналитические материалы, которые мы готовили по Севастополю. И мы в том числе говорили о явных признаках усиления всей этой работы. Слушайте, не знаю, существует ли понятие там русская агентура или российская агентура в то время в Крыму, или я не представляю, как она работала, но вы их удивляли тем, что вы, Владимир Казарин, русский, вот совершенно не на русских позициях стоите? Ну, на эту тему было много год. Публикаций тогда. Вот, типа, там, предал Пушкина, там, что там еще, предал там еще там. Такое, да, это было много публикаций. Но вы знаете, вот я опять, вы чуть-чуть этот тезис с ним не согласились, вы отвергли. Я все годы работы в Севастополе ходил пешком по этому городу и утром, и днем, и вечером, и по всему городу. У меня никогда не было охраны в Севастополе. Ну и я не той категории чиновник, которому положена охрана. Губернатору положено, замам нет. Я хочу вам сказать, что я никогда, какие-то там словесные там слышал, там всякие какие-то высказывания, но я мог зайти в любую толпу, пройти через нее, с людьми говорить. Я хочу сказать, что в Севастополе очень большое количество было всегда разумных людей. Вот сегодня эти люди, и есть тот протестный электорат, который в Севастополе есть, который время от времени организовывает эти всякие акции, бизнесмены, когда собираются, всякое другое. Торговых... Я опять хочу за Севастополь заступиться. Вот там громадное количество пенсионеров, потому что отставники флотские оставались там, те, которые служили на Северном флоте, на Тихоокеанском, у них было право в советское время выбрать, где ты хочешь жить по окончании службы. И многие называли Севастополь и Крым, вы правы, это и климат, и все. И в итоге город был перегружен вот этой категории людей, а у них, конечно, те взгляды советские и прежние. Вот они определяли определенный перевес этого рода настроений. Бизнесмены севастопольский, малый и средний бизнес очень сильно развиты в этом городе. Они думали совершенно иным образом всегда. Вы не видите, что у этих людей какая-то нарушенная логика, да? Сегодня мы говорили об этом с правозащитником российским Александрой Крыленковой. Она говорит как раз-таки именно о севастопольских пенсионерах, которые привыкли протестовать в украинское время и которые сегодня утверждают, что в 2014 году они из-за этого выходили, чтобы теперь сидеть по углам. То есть люди как-то не могут связать между тем, что их выход в 2014 году в поддержку России, это был их последний выход, да? Дальнейшие их выходы уже в них... не требуется, никто не нуждается, да. То есть здесь какая-то ущербная логика. Нет, можно, знаете, их чем извинить, может быть. Они ведь по большому счету, когда в 2014 году выходили, кричали, там, голосовали, танцевали на площади Нахимова, вот эти известные кадры, они же говорили, слава богу, хоть умрем на родине. Это их такая фраза была. Но дело в том, что они же тосковали по Советскому Союзу.
а пришла Российская Федерация. Они в Российской Федерации не жили, они все это время жили в Украине. Они привыкли, что Украина разрешает протестовать. Одиночные пикеты, коллективные пикеты, всякие другие пикеты. Вы рассчитываете на прозрение этих людей? Нет. У этих людей это уже невозможно. Но это не означает, что мы должны... Извините меня, вывести их там и как бы там расстрелять и так Что-то далее. разве так Нет, я предлагаете? просто хочу сказать, что в этом смысле нам с этими людьми и жить, и мы не разделяя их взгляды, и понимая, что эти взгляды, ну как бы завели нас в определенный тупик, их использовали как биоматериал для того, чтобы оправдать вот эту агрессию. Но опять повторяю, именно потому, что мы другое общество Украины, чем то, которое в Российской Федерации сформировалось, они будут нашими гражданами, все. Но, наверное, как один мой друг говорит, наверное, иногда в такие периоды традиционный постулат, что нужно советоваться со старейшинами, он, наверное, в таких ситуациях не срабатывает. Журналист Антон Наумлюк, который российский журналист, работающий в Крыму, к сожалению, только российские журналисты могут более-менее свободно. Это единственный журналист, от которого мы получаем максимально объективную информацию о всех процессах, которые происходят там, на оккупированном полуострове. Недавно озвучил то, что в Украине, ну, как бы неприлично озвучивать. Он сказал, что в Крыму немало количества людей, которые могут быть проукраински настроены, ну, в которых сидит все та же татарофобия, о которой он не знал до 2014 года. Это журналист, который вот с 2015 года, с 15-16 начал работать в Крыму. Вот вам была присуща эта татарофобия, когда крымские татары начали возвращаться в Крым? Ну, когда... Расскажите о своей татарофобии. Да. Нет, ну, татарофобии у меня в этом смысле, наверное, не могло быть, ну, по той простой причине, по целому ряду факторов. Ну, во-первых, моя фамилия Казарин, это русские фамилии тюркского происхождения, я это как бы давно понимал и знал. Это корень хазар, хватать, бежать, догонять, ловить и так далее. Раз. Во-вторых, я родился в Ашхабаде. Мой отец тогда там служил. Я жил в Ашхабаде, я жил в Кушке, я жил в Марах, я жил в Черчаке, в Узбекистане. В этом смысле меня формировало вот это, эти пространства азиатские. И, так сказать, когда говорят «салям алейкум», я... Я объясню. Я от вас не жду, конечно же, да. от Владимира Казарина, Да. от профессора, какой-то такой этнической фобии не жду. Нет, это важно, потому что для меня, и я знаю, что отвечать надо алейкум ассалам, я знаю полный как бы ответ, который, по крайней мере, Туркмения меня этому учила. У меня по маме забайкальские корни, и там у меня есть мой дед, вот, кстати, к вопросу об отношении с Советским Союзом и так далее, у меня оба деда были репрессированы. Вологодский, слава богу, живой остался, его раскулачивали, а Забайкальского его расстреляли, моего деда. И мы знаем, десятилетиями родители скрывали, я знаю только, что его звали Ганя Тышлаков. Видимо, Гани и Ташлык — это тоже тюркские все имена. Это вот забайкальские корни, там тоже тюркская линия. Это даже по фенотипу старших детей. Потом у бабушки будет другой муж, и братья и сестры другие уже рождаются. Это два. И третье. К этому моменту, 88 год, когда начинается это все активно, как раз наш партком первый принимает участие во всем в этом. Студенты очень сильно всем нам тогда в Крыму помогали не заболеть этим синдромом. Мы тогда провели в университете соцопрос. Как вы относитесь к... Потребовал обком партии. Типа, проверьте настроение молодежи. И оказалось, что 73 или 4, вот как-то так цифра была, процента студентов тогда еще Симферопольского университета сказали, мы за то, чтобы они возвращались на родину, надо помогать, мы будем их поддерживать и так далее. То есть однозначно молодежь выступила за. И, казалось бы, пропаганда должна была быть. Но они уже переходного времени были дети, и, слава богу, их другая литература взращивала. Вот. И поэтому, когда они приехали, я уже говорил, вот Джафер Бекирович Бекиров пришел создавать отделение крымско-татарское. Конечно, да, ради бога, давай его делать. И некоторые приходили ко мне, что ты делаешь, ну, зачем ты это, ничего не знаю, есть секретарь парткома, я это поддерживаю, мы это будем делать. И мы сразу его создали. Потом, я уже вам говорил, турецкое отделение стали в 91 году,
А там приходят, говорят, зачем ты это делаешь? Зачем ты турок сюда приводишь? Ты вот не понимаешь? А ты своих детей же не отдашь туда учиться? Моя старшая дочь пошла, закончила, стала тюркологом и так далее. То есть нет, говорю, отдам, они будут учиться и все остальное. Я хочу Даже у сказать... вас, по-моему, сейчас внук, да? Да, внучка, да. Турок, Да, турчанка. турчанка, да. Вот, она уже многие годы там живет и работает. Это дочь ваша? Дочь моя старшая, ваша внучка, она да. совсем еще, по-моему... Да, вот ей буквально вот будет 3 месяца 4 января. Вот. И я хочу сказать, в этом смысле в нашей семье этих проблем у меня... Я не этническая. Нет. В этом вам смысле я объяснил, что никакой вот такой татарофобии у нас быть не могло. скорее с вот политической субъектностью крымских татар. Когда крымские татары начинают говорить о своем политическом представительстве, о по политических претензиях на национально-территориальную автономию, вот это у вас вызывало отторжение? Ведь требования политической автономии начинались в 1987 году, то есть они были первые, они были даже... вместе с понятием возвращения в одно время на Красной площади на этих митингах. Ему более 30 лет. Поэтому расскажите вот о своей эволюции отношения к крымско-татарской автономии. Я думаю, что этот вопрос в Крыму всегда был таким актуальным и острым, вызывающим самые разные настроения людей. И на своих скажите. Сейчас, нет. Я и как раз к своим перейду. И я хочу сказать, что вот большая эволюция, которую крымское сообщество за это время проделало, она связана с тем, какой, вот это важно, я это хочу сказать, громадный положительный пример своей деятельности крымские татары, во-первых, сделали в Крыму, создав лучший симфонический оркестр, их оркестр лучше, лучший театр, театр крымско-татарский был, конечно, лучше и Новиковского, и украинского, блестящую плеяду поэтов, писателей, художников, там, музыкантов, золотая гитара Европы, да, Измайлов, там, и многое-много чего, или величайший композитор 20 века, Алимдар Караманов, например. Турок, по-моему, да? Турок, но все равно человек этой восточной, как бы, тюркской культуры и так далее. Это и блестящая плеяда преподавателей, и университет, созданный тогда буквально с нуля, как он хорошо, быстро поднялся и был авторитетом, и все такое прочее. И многие наши коллеги там работали. И вот я думаю, что сегодня вот эти настроения негативные, они, может быть, переживают последний, как бы, упадок в общественном настроении. Почему? Я думаю, что тот подвиг преданного самоотречения родной земле, который крымские татары продемонстрировали в этот период, заплатив страшную цену за то, чтобы не дать себя с этой земли сдвинуть, не дать себя заставить убежать запугиваниями. Я думаю, что это в этом была цель, заставить их подняться и типа куда-то там уезжать. И когда мой один коллега, вузовский преподаватель, я его звал сюда переехать и здесь у нас работать, я говорю, давай переезжай. Он мне говорит, ты знаешь, я 3-й дом уже не построю. Я говорю, о чем ты говоришь? Один в Узбекистане, потом 2-й после переезда в Крым, в Крыму, 3-й я уже не построю, а крымский татарин должен жить в своем доме. И я не могу никуда не подняться, не поехать. Я хочу сказать, я тогда друзьям говорил, мы даже не понимаем многие ментальные моменты, которыми, как бы, вот наши собратья руководствуются, потому что мы, как бы, в этом смысле, ну, мы более перекати поле, как бы, всей своей жизнью, судьбой, там, мой адрес не дома, не улица, мой адрес Советский Союз, там, и все эти песни, которые тогда пелись. И я хочу сказать, что, вот я думаю, что этот абсолютно трагический период вот этого служения не на словах, а трагическим образом, вот как бы на глазах всего мира этой идеи, я думаю, что они, ну, в глазах всех разумных людей окончательно утвердили свое право на своей земле иметь государственность. И то есть вот вы так все-таки привели к тому, что иметь именно государственность в виде национально-территориальной автономии. Да. То есть она вас абсолютно не пугает? Во-первых, я многократно слушал лидеров и того же Мустафу Джамилева, и Чубарова, и других. Они справедливо каждый раз говорят и подчеркивают. Мне нравится, как они это понимают. Мне нравится, как они об этом говорят. О том, что это дом для всех живущих там. Они говорят о государственности крымско-татарской, одновременно
правильный совершенно лозунг, что она ни против никого не направлена. И давайте будем говорить, ну, например, есть в Российской Федерации Татарстан, у меня куча моих друзей русских, которые в Казанском университете работают, и там живут, и карьеру делают, и их пребывание там не приводит ни к чему, что как бы ограничивало бы их деятельность. Наоборот, это последнее совершенно странное постановление в Татарстане сделано необязательным изучение татарского языка, хотя он является государственным в Татарстане. Ну, ясно, что это определенные путинские как бы такие политические повороты последнего времени. Поэтому я думаю, что этот вопрос вот этим трагическим испытанием 14-го, ну сейчас у нас 14-17 годов, он решен фундаментальным образом. С Могилевым общались вот после того, как произошли вот эти все события? Никогда. Я вообще никогда в его окружении... То есть вы не знакомы с ними? Ну как, ну так, визуально, но они никогда даже и шапочно не были знакомы с ним. В тот период, когда он был премьером, я уже не работал во власти. Вот просто мне тут вопрос писали онлайн, что Могилев после выхода презентации книги Вазгрина собирал всех историков. Вот, видимо, вопрос заключается в том, что вы знаете ли вы об этой встрече, которая была... Нет, совещание само я, наверное, помню. Да, это, наверное, был Могилев, потому что у него была тогда такая, как бы, а давайте, типа, мы дадим альтернативную. Я даже когда-то где-то рассказывал. А я, честно говоря, забыл, наверное, что это был Могилев. Он такой невзрачный был на этом совещании. Там были крупные наши историки, там и Герцен, и Айбабин, там и другие, значит, и Магаричев, там и другие. И посидел я, посмотрел на это, а вот давайте в противовес сделаем трехтомную, нет, ну хорошо, давайте хотя бы двухтомную и так далее. И вот там... альтернативную историю крымских татар? Да, главы распределим, там еще что-то. И я тогда, помню, встал и говорю, что... Друзья, ничего у вас не получится. Во-первых, вы все серьезные историки, вы знаете, истории не пишутся коллективно. Вот есть история Ключевского, есть история Карамзина, есть история Соловьева. Они вот такие все, так они и пишутся. И Вазгрин в этом смысле сделал научный подвиг. Это 4-томник его фантастический, удивительный. Там есть чем спорить, там будут скрываться потом неточности, как и у Ключевского, и у Соловьева, и у Карамзина. Это и есть развитие исторической науки. Но это должен сесть человек, и это какие все... политические задачи поставил Могилев? Что должно было быть? Типа мы дадим альтернативную Вазгрину историю Крыма. Какие-то конкретные моменты, наверное, надо было... Типа, условно говоря, славянскую, как бы, так сказать, точку зрения на эти события дадим и все остальное. Я говорю, ничего из этого не выйдет, ничего из этого не получится, если вы не найдете в своей среде Вазгрина, который, как он, вот комплексно сможет это осмыслить с гигантским фактическим материалом, на который Вазгрин ссылается, никакой истории вы не напишете. Ну, я в этом смысле рад, что я оказался пророком. Потом, я знаю, говорили об однотомной истории, в итоге не вышла никакая. У нас буквально 2 минуты уже до конца эфира, и я не могу не задать этот вопрос. Долгое время, но и в Крыму был один Казарин, Владимир Павлович Казарин. А вот для Украины, вы понимаете, есть другой Казарин, Павел Казарин. Да? Павел Казарин, известный телеведущий, Павел Казарин уже не только журналист, мыслитель фактически. Вас задевает, если вас начнут называть папой Паши Казарина? Нет, ну, я думаю, что, слава богу, во-первых, Просто я недавно заметил, то есть для меня это 2 отдельных человека. Я начал понимать, когда вот говорил, кого я приглашу в эфир, что мне надо объяснять теперь это даже таким образом. Да. Целый ряд были ситуации, когда мне говорили, мы ваши статьи читали. Я говорю, нет, это не я, это мой сын. То есть Казарин думают, что некоторые думают, что я. Нет, конечно, у нас, слава богу, здоровая семья. Я горжусь успехами своих дочерей, я горжусь успехами своего сына. Вот. Мы не всегда согласны. Мы иногда там дома внутри полемизируем иногда по каким-то вопросам. Это тоже правильно. У меня есть какие-то свои наработки, у него есть свои наработки. Но я разделяю поэтическую формулу. Учитель, воспитай ученика, чтобы было у кого потом учиться. Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского, который возрожден здесь, на материке. Дальше оставайтесь на ЭТР. Новости на крымско-татарском языке с Софией Абляевой. Мы с вами увидимся в следующий вторник в Прайме.